Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. О главных событиях этого дня в ближайшие полчаса. Обновленные дворы, музыкальная школа, парки и эко-агропарк для фермеров. Все это сегодня увидел Рустам Минниханов. Рабочая поездка была насыщена. Он посетил Тукаевский, Заинский районы и Нижнекамск. Президент осмотрел объекты, отремонтированные по республиканским программам, и пообщался с местными жителями. Где нужно подтянуться Тукаевскому району? Чего не добрали в Заинский? Где искать молодежь в Нижнекамске? Расскажет Салават Мухаммадуллин. Жители Битьков в Тукаевском районе встречают Рустама Минниханова всем селом во дворе на улице Гагарина. Теперь здесь новый асфальт, тротуары, скамейки, детская площадка. Все по республиканской программе «Наш двор». По ней в районе отремонтируют еще 78 таких же дворов. Не останавливайтесь. Дальше. В Тукаевском районе демография немножко спала. Надеемся на вас. Для молодого поколения в селе обновленная школа. В этом году здесь прошел капитальный ремонт. Заменили кровлю, инженерные системы, фасад здания, поменяли окна и двери. Плюс новая спортплощадка и пищеблок. В столовой президент попробовал школьный обед. Красавица наша, талантливая. Давайте, давай, что вы. Добрый. В Заинском районе Рустама Минниханова встретили игрой на домбре, фортепиано и целым хором. Это городская музыкальная школа. Тоже после капремонта. Детей здесь обучают по 15 специальностям. Здесь проживает более 500 человек. Вечером единовременно 40 детей здесь играет. Очень востребованная территория. Такой ажиотаж у дома по улице Гагарина. По программе «Наш двор» здесь благоустроили тротуары, установили освещение и площадки. Всего за 5 лет в районе отремонтируют 175 дворов. Также в Заинске президент осмотрел площадь перед ДК «Энергетик». Здесь выложили новую брусчатку, установили фонтан, малые архитектурные формы и озеленили. Район всегда привыкший к хорошим хлебам. В этом году 2 и более раз они не добрали, 2 и более раз по зерновым особенно. О темпах уборки, модернизации Заинской ГРЭС и в целом о развитии района шла речь на встрече Рустама Минниханова с главами поселений и руководителями сельхозпредприятий. Самое главное, вот вы, ваша команда, вот мы на вас опираемся. Заинский район культур. И много делается в социальном плане, и по производству. Очень неплохие перспективы, и сегодня хорошо работаем. В Нижнекамске все внимание, по крайней мере молодежи, к новому экстрим-парку. Рустаму Минниханову сегодня представили итоги первого этапа строительства. Уже готовы скейт-парк, памп-трек и организована арт-галерея. Ребят, классная история. Вот доска, которая выходит. Вот на ней научился. 2 дня падал, конечно. Рустам Нургалиевич, мы очень рады. Для нас это очень важное событие в нашем городе. Постройка нового парка, он открывает нам новые возможности. Если нижнекамская молодежь только готовится опробовать свой объект, то местные фермеры уже обжились в новом торговом комплексе «Эко-агропарк». Его открыли весной специально для них. В агропарке 3 основных зала. Здесь организовано 35 торговых точек. На прилавках уже более 1000 наименований продукции. Покупаем или продаем? Мы купим, наверное, судака. Неплохо, да? Да. Выглядит достойно. Очень вкусно. Перед агропарком для самозанятых поставили специальные шатры. С сентября по апрель ими смогут воспользоваться владельцы КФХ и ЛПХ. Салават Мухаммадуллин, ТНВ, Татарстан. В Тукаевском районе во время встречи с сельхозпроизводителями Рустама Минниханова заверили, засуха 2021 года не должна отразиться на потребителях. На столах татарстанцев всегда будет хлеб. Для этого производители предприняли ряд серьезных мер, сообщил руководитель компании «Челны хлеб» Рафаэль Юнусов. Он отметил, в Татарстане достаточный объем зерна хорошего качества, чтобы обеспечить хлебом всю республику. Мы предприняли уже ряд серьезных шагов и продолжаем предпринимать, чтобы в Татарстане был на столах республики, его жителей, хлеба высокого качества, в достаточном количестве. Мы все делаем для того, чтобы так и было. В
Татарстане в 5 раз в этом году вырос товарооборот на электронных площадках. Такие данные сегодня озвучили в Минэкономике республики. Как отмечают, бурный рост, начавшийся в пандемию, продолжился и в этом году и ожидается в будущем. Количество татарстанских продавцов в интернет-магазинах уже выросло в 4 раза. Что это сулит бизнесу и какие кардинальные сдвиги на рынке труда ожидаются в ближайшем будущем, узнал Дмитрий Аринин. До выхода на электронные площадки у нас была достаточно слабая динамика. Казанец Адель Бязов занялся бизнесом в этом году. Сначала открыл магазин по продаже экологичной бытовой химии, а 2 месяца назад решил выйти на маркетплейсы. И, как говорит, дело сразу пошло в гору. Динамика пошла вверх, это не может не радовать, то есть появились новые клиенты, а узнаваемость бренда тоже выросла. Как отмечают в Минэкономике республики, это общемировая тенденция. С начала этого года на электронных торговых площадках зарегистрировались 12 тысяч предпринимателей, и это в 4 раза больше, чем в прошлом году. Их товарооборот увеличился в 5 раз, превысив 18 миллиардов рублей. По итогам 8 месяцев 2021 года на Татарстан приходится уже четверть, 25% во всех отправлений Поволжского федерального округа и 2% в Российской Федерации, то есть выросло в 2 раза. В Татарстане запущен целый комплекс мер по стимулированию интернет-коммерции. Для помощи бизнесменам создан Центр электронной торговли. Появился свой республиканский маркетплейс. Построены и продолжают расширяться логистические центры. Мы видим, что мы движемся в верном направлении, но расслабляться, конечно, еще рано. Мы должны готовить также и специалистов этой сферы, потому что сейчас нехватка как кладовщиков, так и аккаунт-менеджеров и диспетчеров колл-центров. Эксперты предрекают и появление совершенно новых профессий. Например, в Китае больше 33 миллионов новых рабочих мест создала интернет-торговля, более 50 новых профессий. Вот смотрите, например, есть школа лайвстримеров. Лайвстримеры – это такие люди, которые в режиме онлайн продвигают товары свои. По оценкам BBC, лайвстримеры только в этом году добавят 312 миллиардов долларов в экономику Китая. Как отмечают эксперты, у бизнеса есть еще пару лет, чтобы начать интернет-торговлю и успеть занять там достойную нишу. Потом конкуренция возрастет. В Татарстане на ближайшие годы будет принят план развития интернет-торговли. Упор сделают на образовании, будут обучать бизнесменов работе на маркетплейсах и готовить специалистов для этой сферы. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Открытие 13 спортивных объектов в регионах страны, специальный парк на 10 тысяч квадратных метров и глобальные вопросы развития спорта. Завтра в Казани откроется форум «Россия. Спортивная держава». В столицу республики приедут олимпийские чемпионы, главы международных федераций спорта и члены правительства страны. Сегодня на Казань-Экспо идут последние приготовления. Каким будет форум и что ждет гостей, расскажет Салават Мухаммадуллин. Спортивные достижения Омской области, хоккейная программа «Красная машина». Чуть дальше стенды Московской, Свердловской области, Татарстана и других регионов. Это главная экспозиция форума «Россия. Спортивная держава», а точнее подготовка к ней. Главный инструмент на площадке сегодня – шуруповерт. Уже завтра более полусотни стендов будут готовы встречать тысячи гостей. Для них музей на колесах, инновационные тренажеры, презентации регионов и международных спортивных стартов в России. А это спортивный парк на 10 тысяч квадратных метров. Его смогут посетить все желающие. Для гостей автографы и мастер-классы от олимпийских чемпионов, интерактивы, аттракционы и даже мини-соревнования. Здесь можно будет попробовать себя в стритболе, футболе, тегболе, квестах и квизах на тему спорта. Специально для жителей и гостей города до Казань-Экспо в дни форума будет курсировать электричка от ЖД-вокзала. Можно будет пройти 8 квест-станций, на каждой получить баллы. Они скапливаются на электронный аккаунт участника, и после этого можно будет получить сувенирную продукцию. У детей будет возможность за 2 минуты пройти экспресс-тест и понять, какой вид спорта наиболее благоприятен. В рамках форума пройдет и большая деловая программа. Главная тема выступлений – национальные цели развития. 70% спортивного населения к 2030 году. Много будет круглых столов вопросов посвящено цифровизации отрасли. Однозначно будем поднимать темы, связанные с антидопинговой программой. Естественно, это большие события, которые ждут нашу страну в ближайшем перспективе. Форум «Россия. Спортивная держава» начнется уже завтра и будет проходить в течение 3 дней. Салават Мухаммадуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.
Россия по-прежнему на первом месте в медальном зачете на играх стран СНГ. Напоминаем, сегодня в Казани 6-й день соревнований. Спортсмены выступают в 7 дисциплинах. В центре бадминтона с утра начались командные игры. Соревнуются ребята из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и других стран. Одновременно прошли состязания по настольному теннису, самбо, тайскому боксу. Выявили сильнейших в пулевой и стендовой стрельбе. В последнем виде российские спортсмены набрали 334 балла и завоевали первое место в командном зачете. Сегодня у нашей сборной уже 105 медалей, 63 из них золотые. Сегодня в Нижнекамске стартовал второй отраслевой чемпионат профессионального мастерства Petrochem-Skills 2021 по стандартам WorldSkills. Соревнования организованы компанией «Сибур». Участие принимает более 140 сотрудников таких крупных компаний, как Нижнекамскнефтехим, Танека, Казаньоргсинтез, Газпромнефть. На площадке Нижнекамского колледжа нефтехимии побывал Рустам Миниханов. Как помогают предприятиям стандарты WorldSkills и что чемпионат дает молодым сотрудникам, расскажет Лина Зинатульна. Участников и гостей чемпионата Petrochem-Skills 2021 встречают роботы, готовые рассказать все об особенностях соревнований. Первый чемпионат прошел в Сочи в 2019-м по 3 компетенциям. В этот раз он куда масштабнее: 12 компетенций, 146 участников и сразу 5 городов. Первым стал Нижнекамск. Здравствуйте, Рустам Нургалиевич. Или, как у нас принято говорить, Рахим Этигес, Кадерле Кунакла. Площадку соревнований в Нижнекамском колледже нефтехимии имени Лимаева оценил сегодня Рустам Миниханов. Здесь проходят 2 компетенции – аппаратчик химических производств и лаборант химического анализа. Лаборантам предстоит найти алюминий в пробах. Эксперты оценивают участников по ряду критериев. Все это стандарты движения WorldSkills. Среди аппаратчиков химпроизводств себя пробует Антон Алдарев. Уже 7 лет он работает на Нижнекамскнефтехимии. Все те задания, которые представлены здесь, мы их выполняем ежедневно. Думаю, сложность в том, что никто не знал, какие будут задания. А так все готовы. Участникам предстоит работать в среде загазованности, отсечь аварийный участок трубопровода с запорной арматурой, установить заглушку и произвести опрессовку методом обмыливания. В чемпионате участвуют 9 крупных компаний: «Сибур», «Танека», «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез», «Газпромнефтьдобыча», «Тольятти Каучук». Их представляют молодые специалисты до 28 лет. Это не только выявление лучших и возможность развиваться для сотрудников, но и обмен опытом и новейшими решениями. Для каждого нашего сотрудника в отрасли, вне зависимости от географии его работы, уровень компетенции, уровень знаний, требований к нему становится все выше и выше. Оборудование, на котором мы работаем, технологии, которые мы используем, требует постоянного обучения, постоянного набора компетенций. Поэтому скорее мы видим, что мы за качественные кадры. Наша общая задача, чтобы ребята, работающие в серьезных нефтехимических компаниях, будь то ТАИФ или будь то Сибур, чувствовали себя комфортно, уверенно, чтобы у них была уверенность в завтрашнем дне, чтобы было полное понимание профпригодности, чтобы не было сомнений, что в этих компаниях можно расти профессионально и добиться всех самых серьезных, высоких поставленных целей. Мне кажется, вот такая способность компании не только конкурировать, но и договариваться, собственно, в том общем деле подготовки людей к высокопроизводительным местам является очень похвальной. 10 сентября в Нижнекамске объявят победителей в каждой компетенции. Сам чемпионат переедет в Тюмень, затем в Томск и Тобольск. Завершится 1 октября в Санкт-Петербурге. Лина Зинатульна, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Нижнекамск. Следком Татарстана возбудил уголовное дело о сбытии поддельного сертификата о вакцинации. По данным следствия, 2 медсестры одной из поликлиник Казани в Советском районе продавали липовые сертификаты, подтверждающие наличие прививки от коронавируса. Стоимость услуги варьировалась от 6 до 8 тысяч рублей. В отношении злоумышленниц, а также их подельника и ряда неустановленных лиц возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки и подделка документов». В Республике Татарстан установлено, что жительница Казани, выступая в роли посредника, передавала данные клиентов 2 медицинским работникам одного из медицинских учреждений города Казани. В дальнейшем заведомо ложные сведения о проведении вакцинации против коронавирусной инфекции размещались на портале государственных услуг.
В Московской области сегодня открылась автомобильная выставка «Комтранс». Челнинский КАМАЗ представил свои новейшие разработки. Большой интерес вызвала техника на альтернативных видах топлива, в частности, работающая на водороде. В ближайшем будущем КАМАЗовский водоробус может стать альтернативой дизельным автобусам. По характеристикам у нового вида общественного транспорта нулевой уровень выбросов в атмосферу. Автогигант представил на выставке около 30 модификаций своей продукции. Есть и совершенно новая КАМАЗ поколения К6. В последнее время наши усилия были направлены на освоение новейшей линейки с высокими техническими эксплуатационными характеристиками. Если 2 года назад мы показали вам только флагманную линейку К5, КамАЗ-54-901, то в этом году в общей сложности вместе с гоночным грузовиком команды КамАЗ-Мастер, вы обратили внимание, он тоже в облике К5, это новая машина, представляем уже 8 автомобилей. Как власти Елабуги выбрали перевозчика на городские маршруты вне конкурса и чьи маршруты теперь дублируются с маршрутами другого перевозчика, читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Сегодня в Казани простились с народным писателем Татарстана Гараем Рахимом Григорием Родионовым. Церемония состоялась на площади перед театром Камала. Десятки людей собрались здесь, чтобы проводить его в последний путь. Гарай Рахим стал классиком еще при жизни. Он относился к плеяде писателей, ставших популярными еще в советские годы. Почему он писал под псевдонимом Гарай Рахим и каким он останется в памяти современников, расскажет Рамиль Шайдулин. У театра Камала звучит народная музыка. На церемонии прощания десятки людей. Те, кто знал Гарая Рахима лично, и те, кто знал его как писателя и поэта. Тукай в свое время говорил: «Я не только пишу стихи, но и работаю во благо общества». Это в полной мере можно сказать и про Гарая Рахима. Ведь целых 17 лет он трудился в Госсовете по таким направлениям, как образование, культура, наука и межнациональные отношения. И кого ни спроси, о Гарае Рахиме все отзываются как о бескорыстном, светлом человеке с чистой душой. У него были друзья и не было врагов, искрометное чувство юмора и огромное желание работать. Так о Гарае Рахиме сегодня говорят все, кто пришел проводить его в последний путь. Один из них – друг детства. Все тянулись к нему, ребята. Он был, вообще-то, зажигалкой. В 60-е этого запала хватило, чтобы вихрем ворваться в мир татарской литературы. Он и еще 4 соратников по перу, Равиль Файзулин, Ринат Харис, Рустам Мингалимов и Радив Гаташ, стали новым поколением татарских писателей. Впоследствии все 5 получили госпремии имени Габдуллы Тукая. 4 из нас стали народными поэтами, а вот один, Гарай Рахим, стал народным писателем, потому что он писал и прозу, и драмы. Гарай Рахим привлек внимание читателей своеобразием поэтической интонации, соединял и философскую глубину, и тонкий юмор, при этом сохраняя народно-песенные традиции. Это заметил сам Хасан Туфан. Он и предложил молодому поэту взять себе псевдоним. Об этом Гарай Рахим рассказывал в одном из интервью. Он сказал: «Однажды твои стихи выйдут целой книгой, и как ты ее подпишешь? Ведь если на обложке будет написано Григорий Родионов, то татарские читатели подумают, что это перевод русского автора. Поэтому я советую тебе взять псевдоним, как это сделал я и другие татарские писатели. Выбери себе короткое имя, которое тебе ближе всего». Так Григорий Родионов стал Гараем Рахимом. Он татар не делил ни на мишар, ни на крещенных татар, ни на других. И всегда старался, чтобы объединить это. Гарай Рахим написал 35 книг на татарском, русском и башкирском языках, пьесы и либретто для театральных постановок. Его произведения переведены на разные языки. Он стал по-настоящему народным писателем, сохранившим в своих произведениях традиции и культуру каждого. Рамиль Шайдулин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань.
На 87-м году жизни скончался ветеран труда, бывший глава Буинского района Абдулхай Хайрулов. Его стараниями благоустраивались населенные пункты, строились новые соцобъекты и ускоренными темпами проводили газ. Абдулхай Хайрулов уделял внимание развитию АПК, что позволяло Буинскому району достичь рекордных показателей по урожаю зерновых. Светлая память об Абдулхае Набиуловиче навсегда сохранится в наших сердцах, говорится в тексте некролога, который подписали Рустам Минниханов, Ментимир Шаймиев, Фарид Мухаммедшин, Алексей Песошин, Азгат Сафаров и другие. От Москвы до Сахалина в Казань на Всероссийский бизнес-форум приехали сотни женщин. Они успешны в своем деле, а форум для них – площадка, где можно обменяться опытом и найти новых бизнес-партнеров. В зале 350 женщин, предпринимателей, общественных деятелей, руководителей, лидеров и политиков со всего Татарстана и 25 регионов России. Мы сегодня пригласили спикеров, ведущих со всей страны, что способствует личному, мощному развитию. Сегодня подписали соглашение о сотрудничестве с 8 женскими объединениями. Безусловно, это способствует межрегиональному развитию. Для участников подготовили авторскую программу бизнес-тренингов. Основная тема этого форума – как сделать так, чтобы работалось в кайф. Для женщин всегда очень важно встречаться, общаться между собой, задавать свои вопросы, отвечать на эти вопросы, находить какие-то решения. Форум деловых женщин проходит уже в 6-й раз. Его поддерживает руководство республики, крупные предприятия Татарстана, такие как Татспиртпром во главе с Русланом Максудовым. На форуме и специальная выставка «Made in Татарстан». Все это производят и изготавливают сами женщины. Форум работает 7 и 8 сентября. Есть ли в стране социальные лифты для молодежи? Этим вопросом сегодня задались участники публичных дебатов, которые прошли в Казани. Молодежь рассуждала, могут ли молодые специалисты добиться новой должности, полагаясь на свои умения и на профессионализм. Экспертом в их споре выступил заместитель руководителя аппарата президента Татарстана Александр Терентьев. Это первая встреча в рамках серии публичных дебатов, которые пройдут еще в 4 городах республики – Зеленодольске, Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. Сегодня мнения разделились поровну. Молодежь, мы говорим, что это стратегический ресурс, но молодежи не хватает, в органах управления не хватает. Да, у нас есть другие проблемы, что в органах государственной муниципальной власти, допустим, невысокая стартовая зарплата, не всегда она привлекает молодежь. Ну и не всегда, сказать, карьера строится вот так вот сразу, сказать, куда-то нужно запрыгнуть. То есть многие хотят получить все сразу и сейчас. Работаю дизайнером, допустим, или вот как я преподавателем. Преподаю. Да, у меня повышается там стаж, там моя классность повышается, но с точки зрения как специалиста, вот я стал преподавателем, и все, это мой потолок. Не имея каких-то связей, есть же вот эти предрассудки, что у тебя нет связей, и, соответственно, ты не сможешь ничего. Имея какие-то даже желания, какие-то знания уже приобретенные, все равно ты сможешь подняться по этому лифту как раз. Качество дорог, строительство мостов и детских площадок, водоснабжение в сельской местности. Анатолий Иванов сегодня ответил татарстанцам на некоторые поставленные вопросы на портале «Мой депутат». Жители села Гзылтау Мамадышского района просят установить пожарные гидранты. Они интересовались возможностью включения этих расходов в программу самообложения. Жители деревни Атарка рассказали о перебоях водоснабжения. Вопросы касаются, строительства дорог, мостов, детских площадок. Конечно, больше всех волнует сегодня водоснабжение. В Татарстане начали сажать лес. До первого снега планируют высадить 1 миллион саженцев. По стране эта цифра достигнет рекордных 70 миллионов. Сейчас в селекционном центре Сабинского лесхоза готовят 100 тысяч молодых деревьев для 31 района. В этом году акция пройдет в рамках поддержки врачей, которые борются с коронавирусом. Деревья хотят высадить на территории всех медицинских учреждений республики. Где выращивают саженцы, увидела Алия Хайрудинова. Вот этот саженец уже готов к посадке. Наиль Ханов о деревьях знает все. Еще отец, лесник с 40-летним стажем, научил его правильно сажать, соблюдать влажность почвы и учитывать приживаемость. Сегодня уже он готовит 500 000 саженцев осины для всей республики. При посадке саженцев закрытой корневой системой главное, чтобы корни были покрыты землей.
и чтобы воздуха не оставалось. И еще надо смотреть влажность земли. Если не хватает влаги, надо уж полить. С помощью поливальной рампы мы поливаем воду сеянцем. Средний у нас полив происходит от 4 до 8 часов. В этой теплице размером с футбольное поле почти 1 миллион саженцев сосны. В таких же выращивают европейские ели, сибирские лиственницы, мелколистные липы, рябину. Вот именно если смотреть эти саженцы, им сейчас 3 месяца. Они были посажены у нас 27 мая. Они уже полностью готовы к посадке. Сейчас им 12 сантиметров. Это у нас 12 сантиметров стандартный посадочный материал. В детстве сажали, руки ничего не забыли. В Сабинском районе лес сажают уже сегодня. Начали с молодых сосен. Они устойчивы и к засухе, и к заморозкам. Обновят лес саженцами Сабинского лесхоза в 31 районе Татарстана. Больше всего заказов от 8 близлежащих. Наши леса 60 тысяч гектаров. Они расположены в 8 муниципальных районах. Высокогорский район, Арский район, Тюлясинский, Пестересинский районы, Сабинский район, Кукмурский район, Мамадышский район и Балтасинский район. А этот меч – разработка селекционного центра. Саженцы выращивают в специальных квадратных стаканчиках, и наконечник меча полностью повторяет форму и размер корня. Поэтому сажать становится намного проще. Акция «Сохраним лес» масштабно развернется в начале октября в рамках национального проекта «Экология». На его реализацию в этом году из республиканского бюджета выделено почти 2 миллиарда рублей. Так, к концу акции леса Татарстана восстановят на площади в 1500 гектаров. Алия Хайрудинова, Адель Миндубаев, ТНВ, Сабинский район. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Больше новостей на наших ресурсах в интернете, на страницах ВКонтакте, Инстаграм. Всего вам доброго. До встречи. Уважаемые избиратели, жители Татарстана, дорогие друзья, я Ильдар Гильмудинов. Представлять ваши интересы – это честь и большое доверие. Мы вместе добиваемся успехов, держим курс на благополучие, чтобы в стране был мир и согласие. Сохраняя лучшее, вместе создадим новое. Ильдар Гильмуддинов, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации по Московскому одномандатному избирательному округу номер 27. Разогнали выгоды на максимум. В автоцентре РРТ на Чуйкова автомобили Nissan с выгодой до 250 тысяч рублей. Звоните 212 30 10. В Республике Татарстан дан старт 9-му ежегодному открытому республиканскому телевизионному фестивалю творчества работающей молодежи «Наше время. Безнен Заман». Условия участия на сайте btzm.ru. Пластическая и эстетическая хирургия здоровья семьи. Все виды пластических операций. Ведущие хирурги. Современное оборудование, индивидуальный подход. Казань, 204 2 700. Семейная ипотека. Всего 0,55% на квартиры в Казани. От Акбарс дом. Только до конца сентября. Звоните. Какой опасный момент! Коллекторы вышли на след и вот-вот начнут преследовать жертву. Но Банкрот-центр поможет списать долги, защитит вас и вашу семью. Записывайтесь на бесплатную консультацию. В РРТ Автомаркет есть автомобиль для каждого. Выгода до 150 тысяч рублей. Подробнее 216-2003 и на Чуйкова 54Б. База оптовых цен «Находка» говорит нет пустым кошелькам и маленьким корзинкам. Печенье «Орешек» с вареной сгущенкой 1 килограмм 139 рублей. Кофе «Фреско» «Арабика Соло» 100 грамм 149. Цены действительны по 12 сентября 2021 года. Подробности у продавцов. В студии София Егорова. Здравствуйте. Холодно и сыро в Татарстане. А все благодаря влиянию пасмурного циклона, который никак не сдается. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Баблахе и Азнакаево облачно, дождливо и прохладно, плюс 12. Температура ниже нормы в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Дожди, утром туман. В Агрызе, Менделеевске и Актаныше сохраняется прохладная и сырая погода. Плюс 12-14 градусов днем. Облачно в Арске, Кукмаре и Балтаси.
Жители ждут дожди и плюс 13 градусов. В Болгаре, Дрожжином и Буинске прогнозируются дожди, туман и плюс 14 градусов днем. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше облачно и дождь, плюс 12-14 градусов днем. По прогнозу метеорологов, такая погода с температурным фоном значительно ниже нормы продлится до выходных. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли, хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. В «Доктор Ост» обращаются с самыми тяжелыми заболеваниями позвоночника и суставов. Более 70 тысяч пациентов нам удалось спасти от необходимости проводить операцию и ставить протез. Приходите в «Доктор Ост». Убедитесь, что вернуться к жизни без боли – это просто. В Казани будет облачно, пройдут дожди. Температура ночью около 6 тепла. Утром туман, а днем около 14 тепла. Ветер юго-западный умеренный до сильного. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 79%. Магнитное поле Земли спокойное. Живем в ожидании теплых дней и будем надеяться, что к выходным бабье лето распахнет нам свои объятия. На этом наш выпуск завершен. До свидания.